нет и не знаю, чем гордятся. Да. О, кстати, подождите, есть на эту тему сюжетик, ребят. Давайте, режиссеры, покажите, пожалуйста, «Бессмертный полк». Я в этом году участвовал. Ну, ты, надеюсь, в качестве журналиста, не в качестве портрета. Внедрился, я бы сказал. Давайте посмотрим. Кто этот вот фотографии? Вам дали, по-моему, да? Да, дали просто как бы пройтись. А вы не знаете, да? Ну, как бы знаю, но сказали как бы... А что вы раздаете? Ребята? А? Фотографии. А кто этот Балдин Алексей? А? Молодец, конечно. А скажите, пожалуйста, кто у вас на руках? Вузу к школе. Подходите ко мне, стою на пересечении с Карла Маркса Толстого. Мы поможем вам построить. Вам дали, да? Да. Вот у вас фотографии есть, да? Да. Кто они такие? Для вас родные, нет? Нет, нет, А? не родные. А кто они? Раздали. А, да? Не знаете, кто они такие? А? Это ваш дед? Нет. Этого человека не знаете? Нет. Ну, я вот у нас такого, если и ходят, то вот со своими, вот, ну, собинки поговорим. Ну, про деревню, ну, ты же понимаешь, что это не вопрос, это же вопрос идеологии, это религия новая. Нет, я вот сейчас на это смотрю, если честно сказать, правда, вот не видел, но вот мне так это интересно, оно получается как глумиться. То есть это не твое, а ты ходишь, машешь. Я в этом году просто внедрился в этот «Бессмертный полк», снимал для нового своего фильма «Куда приводит пропаганда». И там была живая цепь из студентов, в маечках, я помню, горжусь, с георгиевскими лентами. Я попросил оператора снимать все мое общение от начала до конца. Я подошел и спросил: а вот георгиевская лента, вы можете рассказать историю ленточки? Никто не мог рассказать. Слушайте, говорю, давайте я вам расскажу, а вы на камеру повторите. Они говорят: давайте. Мне, чтобы сказать, не знаю, да. Но они в кино хотели сняться. Я им начинаю нести полную пургу, что ленточку придумал Николай I за победу в Крымской войне, он ее проиграл, что Сталин реанимировал. Они это все мне повторили слово в слово. Очень легко манипулировать людьми, которые ничего не знают, но гордятся. Гордость – это вещь безусловная, которая не предполагает знаний. То есть ты с Путина сыграл с ним, по сути дела? Я сыграл с ними в российской СМИ, которые манипулируют человеком, который ничего не знает. Слушай, нельзя манипулировать человеком, который не соглашается. У них нет критического мышления. Ты им сказал сказать, они как зомби повторили. Может, в этом проблема? В школах у них в России так учат. Я не знаю. Я вот сейчас вот на это все смотрю, да, вот у меня был как-то порыв, у меня дед воевал, да, на войне Великой Отечественной, у меня как-то был порыв, думаю, возьму деда и пойду, да. И что-то, я не знаю, что-то меня остановило это дело, я, естественно, детей своих не заставлял. Ну, а может быть, проще, ну вот, по-моему, да, то есть, как меня воспитали, может быть, проще сходить и просто ветерану помочь. Не говорит. Найти, наверняка ему плоховато, мягко говоря. Да, найти ветеран, помочь просто. А вот если, я тебе говорю, привезти вас на Собинское кладбище, вот, посмотри, какое там грязище устроили вот, за памятником вот этих как раз участников Великой Отечественной войны, которые там погибли. Это караул же. 70 лет Победы было. Я снимал историю летчицы, последней бомбардировщицы женских авиаполков. Она умерла накануне Победы, 70 лет. Ее не то, что не вспомнили, никакого почетного караула, ничего. Слушай, Лёнь, вот весь этот бессмертный полк пройдет мимо ветерана, если он будет умирать даже вот прям в квартире по пути и будет из окна просить о помощи. Слушай, он лежал бы просто ветеран умирающий, и они бы спокойно мимо него прошли, даже в орденах бы лежал, и все равно. Да я вот на это смотрю, как раз такая дикость мне.
Я правда это не Это видел. разврат абсолютный. На самом деле это... Ну вот пацанов спрашивают, Это это кто? идеология. Я не знаю. Вообще все, что происходит для картинки, для телевизора. А телевизор влияет на все. Ну вот у нас, кстати, георгиевская лента запрещена, я считаю, абсолютно правильно, потому что она символ новой войны. Вот она стала символом, она обрела новый смысл. Она стала символом войны, Для Украины, да. войны нападения России на Украину. И тут, вот, понимаешь, это как история, ведь символы не существуют в отрыве от контекста, да? Если ты надеваешь такую ленту и идешь убивать украинцев, наверное, ты Да понимаешь, ленту что к ты антенне делаешь. привязывают, к фаркопу привязывают. Я тоже посмотрел. К рюкзаку. К дворнику, да, к рюкзаку. Ну, то есть, А водила Леночку Екатерина II за личную доблесть на поле брани. я понимаю. То есть, смотрите, даже офицер не мог. они сначала ее опошлили, довели до попсы, когда на бензоколонках раздавали еще до войны, я же помню, да? Они «Бессмертный полк» это основали парни из Томска, которые реально ходили Томск-2, почтить телекомпания память, да, там, потом это государство загробастало, сделало государственные Разгромив штабы, эту разгромив телекомпанию. телекомпанию, все, и превратили это в чистая кража, они ничего сами не придумали, сделали из этого госрелигию какую-то, да? Нет, идея-то была замечательная. Сама идея Сначала очень была хорошая. Идея замечательно, вспомнить. Так мне тоже такое желание было. Но Ну, правильно, и правильно, почему-то я я понимаю, не что знаю, ты что меня говоришь. остановило. Меня где-то обалденно. Может, лицемерие остановило вот это? Не знаю. Я не люблю неправду. Понимаешь, я всегда люблю правду. Вот скажи мне лучше горькую правду, да, чем вот врать. Не знаю. Ну, это не знаю. Давайте